само название «крымские татарины» — это вообще что? Историческое такое бахвальство, оно как вообще? Вот кто из крымских татар помнит свою тамгу? У всех крымских татар есть своя тамга. Недавно я начал сталкиваться с таким термином, как степной человек, то есть человек-степи, чоллядама. Идет определенное стирание этнонима Ногай для Крыма. Какое отношение имеют крымские нугаи к монголам вообще? А изначально в Крыму в степи жили какие-то свои татары, которые составили основу крымско-татарского этноса. Скажи мне, пожалуйста, про идею объединения всех тюрков. Меня зовут Алим Масутов. Я историк, публицист. Я занимаюсь историческими исследованиями, пишу статьи для телевидения, для государственного телевидения Турецкой Республики на их сайте, и статьи и сценарии. И также я пишу научные работы и параллельно учусь на историка в Стамбульском университете здесь. Вот, это вот основной ряд моих занятий. То есть ты сейчас учишься, параллельно работаешь, а учишься на кого? На историка? На историка. Да-да-да. То есть сейчас как бы вообще разобраться в истории, да, там в данном случае и нугая в том числе, ты решил, ну как тебе сказать, научным образом, да, то есть как, да. Как Вот это называется? Вообще для ногайской, скажем так, для ногайского национального проекта, для ногайских активистов очень важна именно, скажем так, научная историчность их каких-то заявлений, их действий и так далее. Вот я и говорю именно про такой активизм, да, вот здравый активизм. И поэтому, да, так как для нас это очень актуально, я пошел учиться, хотя, скажем так, у меня возраст уже был не такой, не студенческий, да, я пошел учиться осознанно, и я планирую, как бы, ну, до доктора наук защититься и уже плотно всю свою жизнь уже связать с историей. Хотя я уже это, как бы, связал свою жизнь, да, все мои занятия, они так или иначе связаны с исторической наукой. Угу. Скажи мне, пожалуйста, вот есть нугаи, у которых огромная территория, да, то есть огромная, скажем так, география. Где живут нугаи. Почему сегодня важно всем нугаям объяснить вообще, кто такие нугаи, и почему нам нужно общаться, знаться, почему мы должны вообще чувствовать вот эту вот связь всех нугаев? Вот из-за того, что нугаи, да, как народ, они живут дисперсно. Часть живет на Кубани, часть на Восточном Кавказе, да, часть в Нижнем Поволжье. Есть нугаи, несколько селений в Оренбургской области, да, на реке Сакмара. Я уже не говорю про зарубежные наши диаспоры в Румынии, в Турции, в Иордании и так далее. Так как мы живем дисперсно, так получилось, что в разные периоды истории часть нугаев там как бы теряла общение с определенными частями, да, там, например, оренбургские нугаи практически не контактировали с остальными нугаями какое-то время, да, и поэтому сейчас с приходом вот такой онлайн-эры, можно сказать, да, онлайн-времени, с приходом, развитием онлайн-технологий для нас открылся шанс заново собрать свой народ по крупицам, заново возродиться, скажем так, как там птица Феникс из пепла, да, и в этом плане очень важно, чтобы люди знали, кто такие мы, чтобы они знали, как сказать, чтобы сам народ в первую очередь знал, кто он есть такой, да, потому что все равно местечковое вот это вот рассуждение, местечковое знание о себе, да, вот оно преобладает, к сожалению, сегодня, и мы работаем над тем, чтобы народ все-таки знал, кто он в общем, вот, кто он в общем, да. Вот. Но вот сегодня нугаи — это нация, это такие же, как турки? Смотрите, ну, если говорить о нации, да, это политический компонент. Нация — это политический конструкт. О нугаях как о нации можно говорить как о политическом конструкте, потому что, ну, как минимум, потому что последнее наше, скажем так, государственное образование, да, вот оно пало вместе с тем, как пало и Крымское ханство, да, то же самое в 1783 году последнее вот наше государство, независимое Кубанская Орда, оно прекратило свое существование. После этого у нас еще были определенные там автономии, определенные политические образования. Так как это было все недавно, вот эта вот политическая нация, да, скажем так, нация с государством, с государственной традицией, вот нугаев можно назвать как такой государственный, ну, скажем так, нации с государственной традицией. Вот. То есть нугаи — это не племя условное, это прям нация, у которой есть своя государственность. Да, ну, которая была очень долгое время была в кризисе, и вот сейчас у нугаев есть новый шанс, скажем так, построить
свое будущее, да, вот курс какой-то взять, какую-то стратегию построить. Вот над чем, скажем так, наши активисты, наши интеллектуальная элита, она работает сегодня. Так, смотри, скажи мне, вот мы с тобой говорим про Ногаев Крыма, да, положение Ногаев Крыма. Скажи мне, пожалуйста, а что вообще сегодня Ногаем Крыма нужно делать? То есть вообще, как нужно взаимодействовать с другими Ногаями? Есть тут... Да, вот это интересный вопрос, конечно, очень актуальный вопрос. Сегодня в ногайском народе, да, вот как у Ногаев, как отдельной нации, скажем так, нет единства в этом понимании, но наметилось понимание у национальной, вот опять же, актива национального, да, вот национального движения и интеллектуального, у интеллектуальной верхушки и у активистов, ведущих активистов народа. Но есть еще патриоты, которые не влились в этот процесс, но, скажем так, вот мы планируем, мы сейчас уже работаем над тем, чтобы вот эту часть народа тоже погрузить в этот новый курс, да, вот, скажем так, в ту дорожную карту, которую мы сегодня предлагаем, вот Ногайский национальный проект, который предлагает сегодня. Предлагает он вот эту дорожную карту как раз-таки крымским ногаям, не только крымским ногаям, а всем крымским татарам, да. Какова эта карта, да, вот такая дорожная? Дело в том, что вот долгое время, вот опять же, из-за вот этой вот травмы, да, которую пережили ногаи в советские годы, когда их переписывали в татары, из-за этой травмы они считают, было мнение такое, что вот крымские ногаи также были переписаны в крымских татар, и что они никакие не крымские татары, им нужно вернуть свое самоназвание, нужно записываться ногаями, нагайцами. И это действительно мнение ошибочное. Ошибочное мнение это с исторической точки зрения, потому что, как я уже упоминал, крымские ногаи, они, для них вот это вот название крымский татарин, оно не чуждое, оно пришло не из чуждой среды, им оно не навязано, а оно возникло изнутри, да, вот от элиты, от правящей верхушки крымских татар, крымского ханства, оно пошло вниз. И с исторической точки зрения крымские ногаи это и есть крымские татары. Поэтому говорить о том, что крымским ногаям нужно переписываться в ногайцы, это неверно. Что же им нужно делать? Да? Что же вообще нужно делать ногаям как народу отдельному и крымским ногаям и крымским татарам? Да? Так как вот у нас особый такой случай, да, вот особый случай с крымскими ногаями, с крымскими татарами, каким образом мы должны поступать? Говорить, что крымские ногаи и остальные ногаи это разные народы, тоже не приходится. То есть это, в принципе, один народ. Но также вычленять их из состава крымских татар – это тоже ошибка. Что же нужно сделать? Да? Нужно сохранить вот эти вот, скажем так, две нации, да, вот крымские татары и ногаи, да, ногайцы, да, вот ногаи. То есть крымские татары в составе Ялыбыйлю, в составе татов и ногаев крымских, и ногайцы. И также третий народ, который туда вот планируется в будущем тоже привлекать, имеется в виду взаимодействовать по такой же модели. И крымским татарам, и ногаям Кавказа, и Поволжья это подходит. Это польско-литовские татары. Как я упоминал уже, польско-литовские татары – это суть, скажем так, народ, который состоит из потомков выходцев из Ногайской Орды, из Большой Орды, это из Крымского ханства. Да? Да. Это переселенцы из нас с вами. Вот. И в этом плане нужно сделать вот такой вот своеобразный триумвират трех, скажем так, наций, да, это крымские татары, это польско-литовские татары, это ногаи, но при этом декларировать единство народа, да, три нации, один народ, грубо говоря, да, вот это примерно, чтобы, аналогия была, это примерно то, что сегодня делают турки с азербайджанцами, они говорят, там, бир миллет и кидавлет, два государства, одна нация, но в нашем случае это это три, скажем так, определенных национальных проектов, так как мы можем сегодня констатировать, что у нас разные национальные проекты, но мы должны их объединить в этническом смысле, да, вот, скажем так, декларировать, что у нас один народ, при этом не покушаясь на идентичность друг друга. Да. Есть крымские татары, есть польско-литовские татары и есть ногаи. Крымские татары это отдельная нация, ногаи это отдельная нация, и польско-литовские татары это отдельная нация. Но этнически ближе нам друг к другу никого нет. Вот ближе нам этих народов трех, да, никого нет. То есть этнически мы практически
один народ. Но при этом вот... Ну, слушай, ну вот эти вот опасения, которые есть у моего народа, у крымско-татарского народа, мне кажется, они вообще беспочвенны. В каком плане? Что невозможно все равно сейчас, сегодня вычленить ногаев из крымско-татарского народа. Это нереально. Но сами ногаи на это не пойдут, во-первых. Ну, зачем? Конечно. Это и, скажем так, исторически такого не было, да. Есть отдельные люди, которые там, в Крыму там считают себя ногаями, в первую очередь, а потом крымскими татарами, да, я с такими общался. Но все-таки они как субэтнос ногаи, но как нация, они крымские татары. Это нужно понимать. И, в принципе, вот исходя из этого, никакого опасения не должно быть. И у ногаев, как народа, да, имеется в виду, не должно быть попыток вот это вот разрушить вот эту нацию. Да? Это нерационально. Даже если мы говорим о каком-то наследии и так далее, то мы должны понимать, что если мы, условно говоря, вот, скажем так, если посмотреть на мир глазами ногайского патриота, который, не углубляется в этот историзм и так далее, то что будет, если мы там вытащим крымских ногаев из числа крымских татар, да? Что будет? Ногаи как народ прибавят, как бы себе новые получат? Нет, они потеряют, скажем так, крымскую часть своего наследия. Ну, да? Конечно. Общего наследия. Крымскую часть своего наследия они потеряют. Потому что крымская часть наследия, она крымско-татарская. Крымская часть наследия, скажем так, вот этого, как сказать, ногайского народа, да, общего, если мы будем брать и крымских татар, крымских ногаев и так далее, это все крымско-татарское. И вот этот вот патриот условный, он потеряет от того, что он заберет этих крымских ногаев себе, а не прибавит. Вот это нужно всем понять. Ну да, но мы же все равно не те ногаи, которые живут в Карачаево-Черкесии. Да. То есть, это тоже нужно понимать. Конечно, нужно понимать. Это понимание сегодня есть. На примере вот астраханских ногаев сегодня это понимание есть. Например, в Астрахани живут ногаи, потомки Астраханского ханства. Там есть и потомки ногайских орд, да, но там основная часть, сердце, да, вот основа, это потомки Астраханского ханства, не Ногайской орды. У них тоже был отдельный национальный проект, политический проект изначально, да, вот скажем так, в то время, когда было Астраханское ханство. То есть Астраханское ханство — это отдельное государство было, Ногайская орда — это было отдельное государство, но при этом народ в них и там, и здесь жили ногаи. Вот. Но при этом потом, как бы, астраханские ногаи, они себя татарами не называли, они себя называли именно ногаями, вот, в отличие от крымских татар, да, вот, в отличие от крымских ногаев. Но при этом мы сегодня понимаем, что они другие. И мы должны уважать их отличия, и мы должны их сохранять. Для чего? Для того, чтобы сохранять именно ногайское наследие, ногайскую культуру, и чтобы ее богатство сохранить. Мы не можем прийти к астраханским ногаям и сказать: вы такие же, как мы, вот танцуйте эти танцы, одевайте эти костюмы, там, говорите вот на этом языке. Мы не можем. Мы понимаем, что у них свой диалект, у них своя национальная материальная культура, у них своя там танцевальная культура, особенности. Но при этом она является она входит в такую общую орбиту ногайской культуры. То же самое, что это же касается вот крымско-татарской культуры, да, вот степной части крымско-татарской культуры. Это часть общеногайской вот такой культуры, да. И язык крымских татар — это часть вот этих ногайских диалектов, да, если мы в общем говорим. Но она является неотъемлемой частью крымско-татарского народа, крымско-татарской культуры и крымско-татарского, скажем так, ареала, да, вот такого. То есть это не разделить. То есть мы либо должны, если мы ставим вопрос о том, кто такие ногаи, это либо ногайцы, либо крымские татары, условно, то мы обрекаем наши народы на вот такой вот, скажем так, на такой конфликт, которому конца и края не будет. То есть конфликтное существование. А если мы притворим в жизнь вот этот проект, что да, есть крымские татары, есть ногаи, есть польско-литовские татары, но при этом мы один народ, сохраняя каждое свое имя, свои особенности, то мы достигаем гармоничности. Потому что я как историк скажу, даже когда мы изучаем историю, да, например, я изучаю историю ногайского народа, да, я не могу ее изучить без изучения истории крымского ханства, крымских татар. Это невозможно сделать. Также, если крымский татарин, крымско-татарский историк, исследователь, он изучает историю крымского ханства, крымско-татарского народа, он не сможет ее изучить объективно, не изучив историю ногайского народа как отдельного народа. Да? Он не сможет ее изучить. И каким же образом мы должны решить это? Можно посмотреть на то, во-первых, как это решали наши предки, да, вот, когда они жили в одном государстве, в Крымском ханстве. То есть были ногаи за Перекопом,
и были нугаи внутри Крыма, да? Но политически они говорили, вы татары крымские, да, а мы нугаи. Но при этом у них же этнически не было различий. Они же понимали, что они один народ. Но при этом у них это понимание было. Вы крымские татары, а мы нугаи. Да? То есть вот эта вот концепция, о которой я сегодня говорю, она не нова, она оттуда идет. И даже сегодня она никогда не прекращала существование свое. Даже сегодня нугаи и крымские татары Турции, нугаи и крымские татары Турции и Румынии, да, они так и проживают. Они живут в одних городах, они живут в одних провинциях, они живут в одних селах. И у них есть понимание, что вы нугаи, мы разговариваем с вами на одном языке, но вы крымские татары, а мы нугаи. Вот развлечение вот такое вот, скажем так, на уровне нации, на уровне политического проекта, оно есть историческое развлечение. Но понимание одного народа, единства народа этнического, да, оно тоже есть. То есть в этом ничего нового нет. Мы должны просто посмотреть на опыт прошлого и на опыт настоящего, альтернативного в Турции и в Румынии, и прийти к тому же. Вот. Скажи, пожалуйста, вот сегодня у нас у молодежи в том числе есть такая мода называть себя как угодно, только не крымские татары, там Хырымлы, там еще как-то хуманы, там что-то куда-то. Вот объясни, пожалуйста, да, вот для моего народа, то есть вот это вот само название крымские татарины, это вообще что? Это название, которое дали, скажем так, своему народу ханы, гиреи. Почему они это сделали? Потому что крымские ханы претендовали на главенство над всей постзолотоордынской территорией, да? Над всеми постзолотоордынскими народами, которых, в частности, там московское государство, Европа, польско-литовское государство там, и Балканы, и также османы, всех их называли татарами. Нас всех называли татарами, но это иное название. Да, как бы. Но крымские татары, крымские ханы, они взяли это название и применили к своему народу сами. Вот, они сами применяли это название. Мы видим это в ярлыках, то есть это внутри было. Это не какие-то переводы, да, как, например, в отношении нугаев есть, да, вот, на Кавказе, в Астрахани и так далее. Мы видим, что это они сами применяли его и так далее. То есть это самоназвание, можно сказать. Да? Это одно из самоназваний. И поэтому, да, вот это вот название «крымские татары» — это самое как бы логичное название объединения вот этих трех субэтносов — татов, ялабыйлю и нугаев. Назваться Хырымлы — это же не только крымские татары. Хырымлы — это крымец, как дагестанец, например. И вот есть дагестанцы. Это аварцы, кумыки, даргинцы, там, лезгины и так далее. Даже нугаи, которые в Дагестане живут, в Бабаирском районе, они часть дагестанской нации, скажем так, да? Но при этом, каждый из них представляет из себя отдельную нацию, нагайцы отдельный нугай, да, отдельный народ, отдельная нация, аварцы отдельная нация, лезгины отдельная нация, кумыки отдельная нация. Здесь в Крыму то же самое, да, вот там есть караимы, есть крымчаки, есть урумы, есть крымские татары, если мы говорим о коренных. Если мы говорим о всех народах, которые там живут в Крыму, их тоже всех можно назвать Хырымлы, крымец. То есть, крымчанин. То есть тот, кто живет в Крыму. Да, крымчанин. Поэтому этноним Хырымлы, он не совсем корректен. Он имеет более расплывчатую форму, да? Поэтому его ошибочно применять. Также есть название Крым-тюрклері, оно тоже не, скажем так, неоднозначное, оно более широкое, чем Крым-татарлары, да? Потому что в Крым-тюрклеріне входят и другие народы тоже. Да, вот, имеется в виду, вот, например, крымчаков, караимов здесь, например, в Турции считают тюрками тоже. Там урумов, часть урумов, которые разговаривают на тюркском языке, их тоже можно причислять к тюркоязычным народам, по крайней мере. Да? Поэтому Крым-тюрклері — это тоже более широкое название, применение имеет. Эти все термины, они имеют место быть. Их можно применять, но нужно понимать, как их применять, как, куда и так далее. Самое логичное, самое правильное название — это Крым-татарлары, а внутри крымских татар это уже ялабыйлю, тат и нугай. То есть, когда начинаешь увеличивать, уже появляются эти... Скажи, пожалуйста, вот у нас сегодня есть такое ощущение вот этого напускного дешевого патриотизма в плане исторического патриотизма, когда молодежь хвастается достижениями предыдущих поколений. Вот у меня всегда в этом плане срабатывает какой-то блокатор, который говорит, типа, а ты при чем? Вообще, как ты относишься к этому, что сейчас есть новое такое течение среди молодежи, которые с удовольствием рассказывают про какие-то даты, то, что сжигали Москву, то, что стали преемниками Золотой Орды, вот эти все моменты, вообще в широком плане.
историческое такое бахвальство, оно как вообще в твоем понимании? Смотрите, да, ну вот это правильное, наверное, как бы название историческое бахвальство, потому что есть историческая память разумная, есть вот такое вот историческое бахвальство, да, условное. А если мы говорим об исторической памяти, то она должна быть у народа. Есть у многих народов такая поговорка, что тот, кто не помнит прошлого, у того не будет будущего. Да? Вот. У очень многих народов. Это действительно так. Но что касается вот такой части, которая называется историческим бахвальством, то есть говорить, что вот мы сделали то, мы сделали это, вот там сожгли Москву и так далее, и именно этим жить, это ошибочно. Например, ну даже вот приводя пример там Ногаев, да, как народ. У нас, например, есть победа над Витовтом, польско-литовское, ну, вот, войско княжества Литовского, там чуть ли не конгломерат всех европейских стран был там. Его разбили. Потом Эдиге тоже сжигал Москву, ну, брал дань оттуда, тоже нападал на Москву и так далее. Но у нас эти даты не настолько, скажем так, определяющие, скажем так, ну, они нашу память не определяют. Почему? Потому что нужна историческая память. Не вот это вот, не этим жить, а историческую память нужно знать. Нужно просто знать, да? Знать, кто мы есть такие. Вот если харым-татарлар, да, они будут знать, кто они есть. Например, о чем я говорю, да? Знать свое родовое село, свой род, свою историю своей семьи, там свою тамгу, если кто-то сохранил. Если не сохранили, вот это нужно восстанавливать. Я вот считаю, что крымским татарам вот в историческом плане нужно работать над тем, чтобы восстанавливать вот такую местную культуру, да. Ну, я понимаю, что там уже народ живет не там, где он жил раньше, да, но сегодня все еще это можно делать. Сохранились где-то надгробия, сохранились где-то старое кладбище, да, особенно в горной части, сохранились еще что-то. Там родовую принадлежность можно еще восстановить. Вот то, что теряют харым-татарлар, теряют. Сегодня мы можем уверенно сказать, что харым-татарлар теряют свое, ну, как бы родоплеменное деление, да, свои родовые знаки и так далее. Хотя это был маркер крымских татар. Посмотрите, даже на флаге крымских татар тамга рода Гиреев. Вот кто из крымских татар помнит свою тамгу? Это же очень важно. Это было определяющим в государстве. Даже сегодня на флаге стоит тамга. Через несколько поколений придут дети и скажут, а это что такое, что за знак? Скажут, тамга рода Гиреев. А у нас какая тамга, пап? Вот он спросит, а что ему ответить? Если мы сегодня этим не займемся, если мы сегодня не начнем это восстанавливать. Вот мне, например, интересно очень, из какого рода, там, например, мой был прадед, именно вот, как сказать, какая у него была тамга, и где она, там, в каких махале она жила в Джанкое, короче. То есть у всех крымских татар есть своя тамга? По крайней мере, у всех нугаев степной части и у части татов тамги были. 100%. 100%. У Ялыбойлю это уже нужно изучать. Возможно, у части Ялыбойлю тоже были эти тамги. По крайней мере, есть там... Я читал про кладбища, на которых эти родовые знаки там были. Но, возможно, они вот... Часть татов на южном берегу жила, часть нугаев жила на южном берегу. И, возможно, от них это было. Вообще есть... Я встречаю таких людей, которые говорят, что крымские нугаи — это... Ну, вообще уже не те нугаи, которые есть в Ставрополе, есть в Кабардино-Балкарии. То есть это уже вообще непонятно кто. Что вот таким людям отвечать? Да, я часто такое слышу, что вот крымские нугаи — это вообще не те нугаи. Они вообще никакого отношения не имеют к остальным нугаям, да? Но это мнение, оно как минимум ошибочное. Это ответ, скажем так, ответная реакция на вот этих вот некоторых патриотов, которые, ну, из числа нугаев Кавказа, которые постоянно пишут крымским нугаям, вот вы должны отделиться, вы должны писаться нугаями. То есть это две крайности получается? Это две крайности, которых нужно избегать. Да, одна крайность — это говорит, что крымские нугаи не должны писаться крымскими татарами, а должны писаться нугаями, а другая крайность говорит, что крымские нугаи не имеют никакого отношения к другим нугаям. На самом деле истина здесь посередине. Крымские нугаи — это часть крымских татар, это составляющая часть крымско-татарской нации, но при этом крымские нугаи имеют отношение к остальным нугаям, их невозможно отделить, сказать, что это вообще другой народ. Но со своими особенностями, со своими региональными особенностями в культуре, в музыкальной культуре, в литературной культуре, в языке, в материальной культуре. То есть есть различия, но они входят в общую такую ногайскую орбиту. То есть вот этих двух крайностей нужно избегать. Есть еще один момент такой, я заметил. Если мы говорим о крайности, когда говорят, что крымские нугаи не имеют никакого отношения к другим нугаям, это одно. Есть еще одна вещь, которая тоже я заметил, тоже крайность среди крымских татар, да, которые говорят, у нас нет никаких нугаев, это северные крымские татары или это степные крымские татары. А название нугай, его никогда не было.
тоже крайность, и тоже не имеет ничего общего с действительностью. В Крыму были ногаи, в Крыму это название есть еще, и, ну, скажем так, в Крыму вот этот вот субэтнос Крым-Ногайлар, он присутствует, сохранил свой язык и так далее. И даже не только в Крыму, но в Добрудже, здесь в Турции крымские татары разговаривают на ногайском диалекте, да, вот крымско-татарского языка. И в этом плане, даже когда говорят, что вот все смешалось, и как сказать, диалект не сохранился, ногайский диалект не сохранился, субэтнос не сохранился, потому что он там перемешался с другими субэтносами, что все его нет, это тоже ошибочно. На самом деле все ногаи, они в той или иной мере смешаны с соседними народами, да. Например, у меня много татарской крови, там в Карачаево-Черкесии у ногаев очень много черкесской, адыгской крови, в Астрахани тоже много татарской, казахской крови, да, вот у ногаев. Но при этом мы остаемся ногаями, потому что у нас род-то передается по отцу. И, как я сказал уже, особенности, они сохранены, а те, которые не сохранились, те особенности, которые не сохранились у крымских ногаев, опять же, вот это родовое деление, да, опять же, вот эти тамги, это у нас есть еще возможность восстановить. И сейчас нужно приложить усилия для того, чтобы восстановить это. Недавно я начал сталкиваться с таким термином, как степной человек, то есть человек-степиль, чоллядама. Почему-то наши ногаи, соотечественники, наш субэтнос ногаи, то ли стесняются, то ли хотят какого-то объединяющего фактора со всеми степными, тюркскими народами. Вот что за тенденция такая новая? То есть говорят не ногаи, а мы чоллядамы, то есть мы степные люди. Вот Айдер Булатов, да, вот крымско-татарский ученый, доктор философских наук, он написал статью для сборника конференции «Ногайцы 21 век», которая проходила 2 года назад в Черкесске. Очень хорошую статью, где он отметил эту проблему. Он сказал, что идет определенное стирание этнонима «ногай» для Крыма. Да? И он испытывает из-за этого определенное переживание. И действительно, вот то, что ты говоришь, это присутствует, да, там имеет место быть. Я тоже сам сталкивался с этим, когда я общался с это крымскими прям простые ногаями. люди, простой народ. Да. Я не знаю именно корень возникновения вот такой проблемы, да, почему идет стеснение вот этого термина «ногай», но предполагаю, опять же, что это, опять же, вот такая ответная реакция. Мне кажется, сейчас... Попытка сказать, нет, мы как бы не отделяемся от крымских татар. Типа, мне кажется, что есть такой стереотип, что если ты называешься ногаем, то ты пытаешься как-то отделиться от крымских татар. Не знаю, так ли это, потому что, не настолько я глубоко погружен в это. Ты знаешь, мне кажется, что среди с какой-то части крымских татар, там, из ялыбойских и статских, есть какое-то немножко высокомерное отношение к ногаям. Это прослеживается и в шутках, и кто-то всерьез об этом говорит, что ногаи — это не совсем крымские татары, что крымские татары — это ялыбойские татары, а это монголы. Такая тоже есть версия. Вот прокомментируй, пожалуйста, какое отношение имеют крымские ногаи к монголам вообще? Да, к монголам они имеют отдаленное отношение. Почему? Потому что вообще основу ногаев, да, вообще всех ногаев составляло именно домонгольское население. Да? Это вот кумано-половецкая составляющая, кипчаки. Это скифо-сарматская, это асы, аланы, сираки и так далее, другие народы. И также это такое огузское, печенеги, черные клобуки, там, байдары те же и так далее. То есть население, которое проживало на всей западной степной зоне, да, в западном Деште Кипчаке, оно и стало, скажем так, сердцем ногайского народа. Монгольский же компонент, он присутствовал только в именах. Почему так? Потому что вот на запад Дешти Кипчака, в западную часть степи попало только очень мало монголов, которые практически никак не повлияли на этническую составляющую народа вот этого, да. Почему? Потому что они стали только главами нутагов, вот этих вот как бы административных подразделений, где кипчаки, вот тамошние половцы кипчаки, они взяли себе имена этих полководцев, да, то есть Найман, Конград, там и другие вот монгольские имена, в том числе и Мангыт, они вот эти вот имена взяли, как бы, да. То есть это была просто мода? Это была, как сказать, это было такое территориальное определение. Типа, ты кто, я джанкоец, ты кто, я кизлевский, короче. Там, если вы сегодня ногаи начали делиться, там он какой, он из Кизлева, из Джанкоя, и они начали бы говорить, типа, вот это вот территориальное деление, оно стало бы родовым, да. То же самое, ты кто, я из найманского нутага, то есть найман.
ты кто? Я из конградского Нутага, значит, я конград, как бы, да. Но если мы смотрим на генетические исследования, то получается, что они никакие не монголы. И это же подтверждают исторические данные, в том числе исследования вот Вадима Винцеровича Трипавлова, который является выдающимся таким многоеведным. И также это подтверждается тем, что, например, у польско-литовских татар отсутствует этот монгольский элемент, да, монгольский компонент. То есть это не монголы ни в одном месте. Монгольский компонент у ногаев, да, он попал в 17 веке с приходом калмыков. Вот это вот калмыкское пересечение с калмыками, да, бывало, что целые рода калмыков попадали к ногаям и оставались там, особенно те, которые принимали ислам. Бывало, что ногаи женились на калмычках и так далее. Или женщины, ногайки попадали к калмыкам. Вот такое тоже бывало. И вот из этого всего получилось вот такое смешение. И вот этот монгольский компонент, он именно в 17 веке к нам и попал. Из-за этого его очень много в Астрахани, там до 30% доходит. И очень мало, например, на Кубани, около 5%. Примерно такой же процент и в Крыму. 5% монгольской составляющей. Можно ли говорить о народе как о монголах? Я думаю, что нет. Ну да, это просто, видишь, это связано с таким популярным мнением, что крымские татары, ну, степняки — это монголы, что они пришли с монгольскими полчищами. Еще и есть что такая, они захватчики, короче, да, еще есть такая штука, что говорят татаро-монгольское войско, то есть делая акцент, что татар там было больше, это татарское войско. То есть, ну, это скорее манипуляция, и она рассчитана на необразованное население. Да. И также еще один стереотип, который я слышал, что якобы вот в степи, ногаи пришли потом. То есть они пришли из Ногайской Орды, а изначально в Крыму, в степи жили какие-то свои татары, которые составили основу крымско-татарского этноса, но при этом, это опровергается очень просто, потому что, тем, что Крым являлся одной из точек, где народ, как ногай, народ, он вообще возник. То есть он возник от Крыма на Северный Кавказ до Волги. Как бы. Вот эта территория, Крым, Северный Кавказ, Северное Причерноморье, это та территория, где вообще возник возник ногайский народ, а потом часть ногаев переселилась на восток, а потом она вернулась сюда, в Крым. И часть крымских ногаев, она действительно является выходцами из Ногайской Орды, но при этом основная, коренная часть, да, вот крымских ногаев, она является коренными крымскими ногаями, то есть которые возникли и которые всегда всю свою историю жили в Крыму. Поэтому нужно помнить, что ногаи не какой-то пришлый народ. Ногаи — это коренной народ крымского полуострова. Можно сказать, что Крым — это колыбель ногайского народа? Конечно, конечно. Это прослеживается. Посмотрите исследования, например, Кузеева, башкирского исследователя, да, и других, у многих это как бы прослеживается. Это в Шеджере, вот в родовых вот этих записях прослеживается, что вот наш народ возник в Крыму. Там, наш Атаюрт, там, условно, да, наша вот родина, да, отечество — это Крым. Там Крым и Кубань часто фигурируют. И причем они пересекаются. Кубань и Крым, они прям как две части колыбели, короче, ногайской. Так, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, про такую идею объединения всех тюрков. Пантюркистскую такую идею. Да. Ты как к ней относишься вообще? И какое место ногаев в этой идее? Действительно, пантюркизм, есть два вида такого объединения, которое называют пантюркизмом, да? К первому виду, о котором я сейчас скажу, я к нему отношусь отрицательно. Этот пантюркизм предполагает полное упразднение всех национальностей, всех этнонимов и так далее, и единение всех под именем тюрк. Да? К нему я отношусь негативно. Почему? Ну, я уже упомянул, что вот эта вот унификация, она как бы отрывает человека от его корней. Она лишает его идентичности, да. И вот эта унификация, она делает ближе вот тюркские народы к растворению. И также вот такой вид пантюркизма, он сделал возможным определенные виды шовинизма, которые исходят, например, от татар, казанских татар, да, которые говорят, вы все не отдельные народы, вы часть татар. В том числе вот ногаем, казанские татары не считают ногаев отдельным народом, они считают ногаев придатком казанских татар, как бы, вот такого. Как они претендуют сразу на главенство. Да, они говорят, что вот ногаи — это часть татар, подразумевая в виду Казань, как бы, да. Также они считают и крымских татар такой же частью, да. Например, вот наши исследователи ездили в Крым, вот когда была микроперепись, когда вот после вхождения Крыма в состав России, и
наших исследователей встретили там очень холодно, и когда они спросили, а почему на нас так реагируют, они сказали, что вот приезжали недавно казанские татары и сказали, пишитесь не крымскими татарами, а просто татарами. Да? Такой факт есть. И это можно рассматривать прямо, что вот казанские татары рассматривают крымских татар тоже как свою часть. Да? Поэтому они не хотят, чтобы крымскими татарами писались, а хотят, чтобы просто татарами. А татар в России — это именно казанские татары. Татар просто татар. Ассоциация, да. То есть есть такое ощущение, что татарин — это казанский татарин. Да. У нас тоже есть такое понимание. Да, в России это понимание давно, поэтому, когда говорят татарин, это именно казанский татарин. Вот. И, с другой стороны, казахи, которые говорят, что вы никакие не казахи, вы никакие не ногайи, ногай — это всего лишь один из родов казахов, все ваше наследие — это казахское наследие, Эдиге был казахом, Сюймбике была казашкой, Джанике Ханум, которая похоронена рядом с Чуфуткале, она тоже казашка и так далее. Это все подтверждается, есть этому доказательства. То есть они все считают, и ногайское, и через нас, и крымско-татарское, все считают частью казахского. Мы этому противостоим, но все это нужно понимать, что все это исходит из пантюркизма, вот такого всеобщего объединяющего. Идея объединения. Да. Почему? На что они опираются? Они говорят, зачем делиться? Казахи говорят, зачем делиться, зачем вы отделяетесь и говорите, что вы ногай? Или зачем вы отделяетесь и говорите, что вы ногай, тогда как вы татары, да, вот казанские татары говорят. Вы делите народ, вы делите мусульман, там, объединяетесь там, и так далее, они хадисы приводят и так далее, там, на все давят именно на единство. И вот это вот общность, единство, она кого-то подкупает. Кто-то может на это купиться. А сказать, зачем мы делимся? Нужно же объединиться. Зачем мы все эти имена носим? Крымский татарин, ногай, какая разница? Мы все тюрки, да? И это нас сотрет вообще с лица человечества. Оно нас сотрет, оно нас уничтожит. Другой вид, так называемый, другой вид пантюркизма, который вообще не принято пантюркизмом называть, это тюркское такое объединение, это в виде конфедерации. Конфедерация в виде, скажем так, партнерства между разными тюркскими народами, но при этом на таких равных позициях, на позициях братства, да, не претендуя ни на чью идентичность. Пример такого братства, такого объединения можно привести к Турцию. Да? Турция говорит, вы крымские татары, вы наши братья. Вот вам там, вот можете сделать по культуре то-то, то-то, мы вам поможем. Издадим книги там, и так далее. Они изучают. И то же самое к ногаям. Да? Они говорят, вы ногаи, мы турки, мы все тюрки, и мы братья. И они не говорят, не будьте ногаями, а будьте турками. Они такого не говорят. Хотя было в истории такое, прецедент такой был в начале 20 века, да, когда вот была всеобщая уравниловка такая, все должны быть только турками, нельзя было на ногайском, на крымско-татарском разговаривать, нужно было только на турецком разговаривать. Такое, к сожалению, было. Но сегодня мы видим, что произошел отказ от такой политики, и сегодня вот такой вид, скажем так, тюркского единства, да, в виде федерации, который не лезет слишком глубоко в национальные проекты, который не лезет, скажем так, поглотить идентичность, но при этом он готов помочь, он готов в любое время плечо подставить и так далее. Вот это мне импонирует в сегодняшней, скажем так, национальной политике Турции. Да? Это очень разумно. Я бы хотел, чтобы, например, те же казанские татары, те же казахи, другие народы, которые как бы стремятся к какому-то объединению, чтобы они взяли в этом плане пример вот с такого сотрудничества. Сотрудничество в плане партнерства, да? В плане федерации такой, да, вот, федерации этнической. И мы, например, вот такое партнерство предполагается вот в таком проекте сегодня, этот проект развивается, как Ассоциация тюркских народов России, Ассоциация по сохранению идентичности тюркских народов России, тоже очень хороший проект, где собрались вот сибирские татары, башкиры, ногаи и другие несколько народов, тюркские народы России, да, которые сказали, мы будем сохранять нашу идентичность, башкиры башкирскую, сибиры сибирскую, там, ногайскую и так далее, но при этом мы не будем посягать на наследие друг друга, не будем посягать на этническую принадлежность друг друга. И в этом плане вот мы, ногайский национальный проект, он занимает сегодня такую позицию в сотрудничестве с башкирами и сибирскими татарами и как бы хочет сотрудничать и с крымскими татарами в плане, уже ближе, при этом, опять же, не посягая на особенности, опять же, не посягая на идентичность, но понимая, что ближе крымских татар нам нет. Нам башкиры очень близкий народ, нам сибирские татары очень близкий народ. И у башкир, и у сибирских татар есть ногайский компонент в структуре, но у крымских татар
этот ногайский компонент является одним из основных составных частей нации, да, поэтому крымские татары, они нам ближе в этом плане, да, они являются частью вот такого, скажем так, исторически крымско-татарско-ногайского круга, да. Мы жили всегда в одном государстве, да, у нас были Ногайская Орда и Крымское ханство, но при этом огромное количество ногаев жило в Крыму и огромное количество ногаев жило в Ногайской Орде.